Завтра начнется судебный процесс над журналистом Абдулло Гурбати. США хочет передать Таджикистану и Узбекистану угнанные афганские вертолеты. Российские посольства за рубежом возобновили выдачу загранпаспортов с 10-летним сроком. В разных городах Ирана третий день проходят антиправительственные протесты. Суд над таджикским журналистом Абдулло Гурбати начнется завтра, 21 сентября, в суде столичного района Шох-Мансур. Об этом сообщил его адвокат Абдурахман Шарипов. Неизвестно, будет ли судебный процесс публичным или пройдет за закрытыми дверями. Дело Абдулло Гурбати было направлено в суд для рассмотрения месяц назад. Как стало известно, в отношении Абдулло Гурбати возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса Таджикистана. Это публичное оскорбление представителя власти при исполнении его служебных обязанностей или в связи с их выполнением, насилие, неопасное для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия, а равно угроза уничтожения имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих обязанностей и в участии в экстремистском сообществе. По первым двум обвинениям предусмотрен штраф, а за участие в экстремистском сообществе наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Осведомленные источники сообщают, что Абдулло Гурбати отвергает все выдвинутые против него обвинения. Журналист был задержан вечером 15 июня сотрудниками прокуратуры района Шох-Мансур города Душанбе. США ведут переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о передаче почти 50 военных самолетов, угнанных в Центральноазиатской республике летчиками афганских военно-воздушных сил, в обмен на содействие в охоте на террористов в Афганистане. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на свои источники. В августе прошлого года, во время стремительного наступления радикального движения «Талибан», афганские летчики вывозили сослуживцев из своей семьи в Узбекистан и Таджикистан на самолетах и вертолетах, принадлежащих ВВС Афганистана. Данная авиатехника в свое время была представлена афганским правительством ВВС американской армии. По информации оборонного ведомства США, в Узбекистане оказалось 46 единиц угнанной авиатехники, в Таджикистане – 18. До сих пор ситуация с угнанной авиатехникой находится в подвешенном состоянии. Талибы требуют вернуть ее в Афганистан, так как считают эти самолеты и вертолеты афганской собственностью. По словам источника «Политика», США планируют предоставить правительствам Узбекистана и Таджикистана угнанные самолеты в обмен на неофициальное соглашение об углублении отношений в области безопасности границ и борьбы с терроризмом. Как пишет издание, сделка может включать в себя все, что угодно, начиная от расширения обмена разведывательными данными до размещения войск или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане уже в долгосрочной перспективе. Российское посольство за рубежом возобновили прием заявок на оформление биометрических загранпаспортов, действующих на протяжении 10 лет. Об этом говорится в сообщении консульского департамента МИД России. МИД Российской Федерации принял дополнительные меры для стабильной выдачи загранпаспортов со сроком действия 10 лет. Технические сложности преодолены, говорится в сообщении. В посольстве России в Таджикистане сообщили, что прием заявления о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет возобновится с 20 сентября. Ранее МИД Российской Федерации приостановила выдачу загранпаспортов нового поколения, оставив при этом в прежнем режиме выдачу традиционных загранпаспортов сроком на 5 лет. Причиной послужила необходимость перезапуска системы и переформатирования паспортов, так как паспорта нового поколения содержат в себе электронный носитель информации. По мере развития технического прогресса перед специалистами встает необходимость его усовершенствования. На устранение технических неполадок потребовалось меньше месяца. Теперь граждане Российской Федерации снова могут подать заявку на получение загранпаспорта нового поколения, в том числе в посольстве России в Таджикистане. В разных городах Ирана третий день проходят антиправительственные протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после того, как была задержана полицией нравов. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. Амини, жительница западной иранской провинции Курдистан, впала в кому через несколько часов после того, как 13 сентября в Тегеране полиция нравов задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба.
Свидетели обвинили полицейских в избиении девушки, полиция заявляет, что ее смерть была случайностью. Протесты в Курдистане вспыхнули в Сакезе, родном городе Амине, после ее похорон 17 сентября. Там силовики открыли огонь по толпе, которая шла к местной администрации. Одновременно или чуть позже протесты начались и в других курдских городах. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как в городе Дивандере толпа бросает в силовиков камни, а затем убегает под звуки выстрелов. На других кадрах показаны акции протеста в Тегеране, где женщины сняли платки и выкрикивали «Смерть диктатору». Это скандирование часто используется в отношении верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Курдская правозащитная группа Хингав объявила 18 сентября, что во время протестов в двух городах было ранено по меньшей мере 38 человек. На следующий день, по ее данным, во время столкновения в Дивандере погибли 2 участника акции протеста. В организации также заявили, что в городе Букан в провинции Западный Азербайджан в ходе протестов погибла 10-летняя девочка. Пуля попала ей в голову. Смерть Амини стала главной темой для иранских газет. Многие издания критикуют полицию нравов, которая недавно начала активную борьбу с неприлично одетыми гражданами на улицах.